Гаррий Сергеевич, в эти дни Приднестровская Молдавская Республика отмечает свое 30-летие. Расскажите немного об истории этого праздника. Ну, вы знаете, история наших после развала Советского Союза, новообразовавших государств, они друг на друга очень похожи. В конце века, знаете, о том, что состоялся референдум по сохранению Советского Союза. И ряд государств, в том числе Молдова, в тот период, 23 июня 1990 года, на сессии Верховного Совета приняло решение о том, что оно фактически выйдет из состава Союза, отказалось от признания Молдовской ССР. И фактически образовался такой вакуум, как и в Абхазии. Приднестровье в этой ситуации осталось как бы вне тех документов, которые тогда было принято парламентом. В городах и районах Приднестровья прошли референдумы, как быть в этой ситуации. И абсолютное большинство населения готово было остаться в Советском Союзе. 2 сентября 1990 года состоялся второй съезд депутатов всех уровней, и на котором было принято решение о создании Приднестровско-Молдовской республики в составе СССР. Фактически Приднестровье в тот период, 2 сентября 1990 года, вышло фактически из состава Молдовы. Если рассматривать ситуацию на тот период, все это произошло из-за того, что происходило спотакание властей Молдовы, румынизации страны. Начал притесняться русский язык, начали притесняться национальности, которые проживали на территории Молдовы. И в конечном итоге Приднестровье провозгласило независимость. Сразу после того, как это произошло, те руководители того периода властями Молдовы были арестованы. Первый руководитель государства, председатель Верховного Совета СССР Приднестровья, был арестован на территории Украины и переведен в Молдову. Начались забастовки, начались массовые акции протеста, и в конечном итоге под давлением власти Молдовы вынуждены были его освободить. В начале 1991-1992 году конфликт начал нарастать, и 19 июня 1992 года в мирный город Бендеры, это правобережная часть Приднестровья, были введены полицейские подразделения, и начался конфликт, вооруженный конфликт, в результате которого буквально в течение нескольких дней были несколько сот человек убиты, ранены, и в конечном итоге начались боевые действия. Эти боевые действия распространились, буквально 3-4 месяца шли эти боевые действия. В тот период на территории Приднестровья находилось подразделение 14-й армии, которое возглавлял генерал Лебедь. И в конечном итоге, благодаря вмешательству Российской Федерации, благодаря на тот период решительности генерала Лебедя, конфликт удалось остановить. И вот за эти 30 лет фактически с нуля начало создаваться это государство Приднестровская Молдавская Республика. Но Приднестровье, в отличие от Абхазии, все еще является непризнанным государством. И как сейчас там складывается политическая ситуация? Вы знаете, фактически за все 30 лет Приднестровье находится в блокаде. Это блокада экономическая, это блокада информационная, это другие виды блокады. Идет фактически гибридная война со стороны Молдовы. Но при всем том, приднестровцы, конечно, не сдаются. Так получилось, что еще во времена Советского Союза на территории Приднестровья находился весь промышленный потенциал Молдовы. Это около 70% промышленных предприятий и организаций. Вот эти предприятия и организации после того, как была провозглашена республика, они начали развиваться. За 30 лет полностью переоснащены, они работают. И если смотреть с точки зрения Приднестровья не признано, но Приднестровье имеет торгово-экономические отношения более чем со 100 государствами мира, в
том числе с государствами Евросоюза и Соединенными Штатами Америки. Значит, вот эта блокада, которая существует, она не мешает экономической деятельности? Хотя блокада существует, идет двойное налогообложение продукции, но она мешает, конечно, безусловно мешает, но при всем том продукция востребована в мире, она конкурентоспособна, и поэтому эта продукция распространяется более чем в страны мира. Был период, когда страны Евросоюза по отношению к Молдове, и в том числе и к Приднестровью, так как они считают, что Приднестровье является составной частью Молдовы, они определенные преференции им предоставляли. Вот эти преференции позволяли, чтобы приднестровская продукция могла попасть на еврорынок. Как вы уже сказали, история Абхазии и Приднестровья, да, в плане борьбы за независимость и исторического пути, который народы прошли в борьбе за независимость, схожи. И существуют определенные связи между Абхазией и Приднестровьем. Как вы можете оценить вообще уровень наших взаимоотношений? Взаимоотношения между Абхазией и Приднестровьем начали устанавливаться на раннем периоде становления государственности двух молодых государств. Еще когда шли боевые действия в 1992 году, первый президент Приднестровья Игорь Николаевич Смирнов в сентябре месяце направил правительственную делегацию в Абхазию, которая на месте изучила ситуацию. Были предложены различные формы сотрудничества. Приехали на том этапе специалисты, которые в городе Гудауда помогли создать небольшие предприятия, которые начали выпускать военную продукцию. Параллельно с этим начали готовить документ, и фактически первое государство, с которым было установлено государственно-правовые отношения между Приднестровьем и Абхазией, это был первый документ, договор о дружбе и сотрудничестве, который был подписан между двумя руководителями 22 января 1993 года. И в тот период, хотя шли боевые действия, уже в этом документе были прописаны формы сотрудничества не только в военный период времени, но и в мирное время. После этого за этот период времени более 40 документов, соглашений разного уровня подписаны. В 2017 году, 29 сентября, президенты Приднестровья и Абхазии подписали обновленный договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. И фактически весь этот период времени, буквально 27-28 лет, между Абхазией и Приднестровьем существуют взаимоотношения, добрососедские, дружественные взаимоотношения. В плане сотрудничества именно какая работа ведется? Есть какие-нибудь проекты совместные, которые реализуются? Вы знаете, и была определенная экономическая деятельность между нашими государствами. Но последний период времени, после того, как события имели место на Украине, попасть из Приднестровья в Абхазию, минуя Украину, очень сложно. И поэтому эта экономическая деятельность, она последние 3-4 года прекратилась. До этого в Абхазию из Приднестровья поступал металл, там большой металлургический завод есть. В Абхазию из Приднестровья поступала продукция Терратекст, это фирма, которая выпускает постельное белье. И курорт Пицунда несколько лет пользовались этим бельем. Ну и кроме этого сюда поступали и другие виды продукции, это обувь сюда поступала. В Приднестровье широко развита химическая промышленность, развита легкая промышленность. И продукция, она легко поступала сюда. И кроме того, поступали, конечно, и вина. Но сегодня все это практически невозможно из-за логистики, но есть уверенность в том, что рано или поздно все заканчивается. И в этом случае контакты, которые были налажены, которые и сегодня и те отношения, которые мы имеем, они продолжаются и будут работать, и подписанные соглашения останутся не на бумаге, а позволит, чтобы контакты были. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам
Самого доброго я хочу передать вообще гражданам Абхазии, дружественной нашей стране, самого доброго, единства и согласия. Успехов!